Идея всестороннего развития с малых лет не нова. Цифровизация, интернет, современные технические средства и оснащение. Методов и практик много. О нормативной базе современного дошкольного образования и организационных формах слушателям работников детсадов в формате онлайн-лекции рассказывает член экспертного совета Госдумы. Центры игровой поддержки, первые шаги, летний или зимний лагерь и летопарк. Летопарк – это форма, которая предусматривает создание прогулочных групп на территории детского сада. Во время тихого часа с 12, скажем, до половины 4. Если советские и постсоветские сады были своеобразным конвейером дисциплины, то современные практики направлены на то, чтобы дети изучали мир и друг друга, а еще узнавали о своих способностях и развивали их. Новые модели инновационного обучения на порядок выше по качеству и содержанию, чем уже привычные практики. Научить ребенка использовать свой потенциал может только тот педагог, который сам не стоит на месте, не пользуется теми формами работы, которым его еще в детском саду обучали. Нет, он сам двигается вперед. Перспективное направление – образовательная коллаборация детсада и начальной школы. Особенность такой методики в том, что это безболезненный процесс перехода ребенка с одного уровня образования на другой. Не только лекции и семинары, но еще и методический материал. Просвещение «Союз» специально для ингушских работников детсадов приготовил еще и печатный материал. Далеко не полный перечень всех тех книг, которые мы предлагаем для наших детей, для наших воспитателей. Хочу обратить ваше внимание на программу «Преемственность», программа подготовки детей к обучению в школе. Эта система способна подготовить наших детей, развить все необходимые качества, которые необходимы для обучения детей в школе. Она рассчитана на старший дошкольный возраст. И сегодня в рамках семинара мы будем рассматривать эту программу, изучать возможности ее и внедрение в систему образования именно детских садов или школ при подготовке детей к обучению в школе. Детский сад учит детей жить в обществе. Это первый настоящий коллектив. Поэтому и внимание к нему должно быть максимальным. Интересы ребенка и его потребности во главе воспитательного процесса. Отрабатывать современные подходы в образовании местные специалисты намерены как следует. Был предоставлен ряд инновационных программ. Это программа, преемственность, программа развития, которые обновлены в соответствии с нормативной базой. Мы сейчас будем не только развивать, обучать наших детей, но и будем заниматься воспитанием. Сегодня воспитывать мы можем наших детей в наших детских садах в духе наших национальных традиций. И нам необходима эта методическая помощь, которая сегодня нам дала много нормативной базы, много тех технологий, которые необходимо использовать сейчас именно в современном обществе. Цифровые технологии, которыми именно должны владеть педагоги в этот учебный период. В Ингушетии только в этом году открылось 16 дошкольных учреждений. Всего же их более 90. И это не только дополнительные места для детей, но и рабочие места для специалистов. Мы сначала сейчас стремимся, во-первых, создать места, охватить дошкольным образованием детей дошкольного возраста. И это первая задача – доступность дошкольного образования. И вторая – это качество. Во всех организациях у нас есть молодые специалисты, есть опытные, есть, которые пришли только, вчера-сегодня. И данная тематика, она, естественно, очень будет полезна. Дети меняются, возникают новые вызовы, а потому крайне важно, чтобы современные образовательные программы развивались и добавляли новые. Поэтому итогом трехдневного методического семинара станет разработка стратегии взаимодействия Минобра региона и просвещения «Союз», а также планирование совместного образовательного проекта ПДУ. Тамара Хашагульгова, Карамат Тасхоев, Новости 24.